Профсоюз на страже здоровья. Соблюдаются ли требования техники безопасности и охраны труда в столовых и кухнях образовательных учреждений Чеченской Республики? Как проходила аттестация кураторов первичных профсоюзных организаций, на чем акцентировали основное внимание? В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос сферы охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Второй этап 8-го съезда Общероссийского профсоюза образования. Главное событие очного этапа съезда – вопросы и ответы. Всероссийская акция «Марш солидарности» в школах Чеченской Республики. Какие работы в рамках этой акции проводились членами профсоюза? Учитель года 2020. Количество участников, на каком этапе проходит отбор и по каким критериям отбираются конкурсанты. У нас сегодня семинар в преддверии нашей тематической проверки по охране труда, соответствие норм охраны труда в пищеблоках, столовых, образовательных учреждений нашей республики. Поэтому предварительно, прежде чем начать эту проверку, она у нас запланирована с 19 октября, мы проводим такие обучающиеся семинары с уполномоченными по охране труда, то есть председателями координационных советов, районных координационных советов, уполномоченных по охране труда. Практический семинар по организации тематической проверки соблюдения требований техники безопасности и охраны труда прошел в столовых и кухнях образовательных учреждений города Грозного. Семинар проходил в 2 этапа. Первый этап прошел в Доме профсоюзов, в рамках которого председателям районных координационных советов по охране труда с инструктажем раздали подробную документацию по тематической проверке. До этого у нас была тематическая проверка по спортзалам, также была тематическая проверка по кабинетам химии. По кабинетам химии действительно у нас было выявлено, не помню количество нарушений, но был хороший результат. По спортзалам то же самое было выявлено очень множество нарушений. Одним из распространенных нарушений это было отсутствие безопасной зоны под баскетбольным щитом. У нас включился очень активно и Кучелоевский район, и Лачкой-Мартановский район, да и все в целом районы, где произвели эту разметку. Опять-таки за эти нарушения, которые выявляются в ходе наших проверок, работодатели, руководители этих учреждений, их штрафуют. Поэтому мы как бы одним выстрелом убиваем 2 зайцев. Мы помогаем и работодателям, и в первую очередь, конечно же, мы сохраняем безопасные условия труда для наших членов профсоюза, для наших коллег. И во вторую очередь мы помогаем работодателям избежать каких-либо штрафов. Второй этап семинара прошел в Гроздинской гимназии номер 12, где уже на практике Рустам Юсупович рассказал, с чего нужно начинать проверку и на чем сосредотачивать внимание в столовых и кухнях образовательных учреждений. Мы этот семинар проводим для того, чтобы в образовательных учреждениях помочь нашим первичным организациям, для того, чтобы эти нарушения устранить. Потому что надзорные органы, другие органы, когда проверяют такие допущенные нарушения норм охраны труда, налагают штрафные санкции. Мы же хотим предотвратить эти нарушения и, конечно же, обезопасить наших членов профсоюза, то есть работников образовательных учреждений, которые там работают, а именно тех работников, которые задействованы в работе пищеблоков, и, конечно, учащихся и обучающихся, и воспитанников в детских садах. Вот сегодняшний наш семинар, он будет иметь свое продолжение в онлайн-режиме, да? Мы будем в онлайн-режиме в каждом районе проводить такую работу, где наши активисты смогут проверить, посмотреть, помочь образовательным организациям устранить некоторые такие нарушения, которые существуют, а они могут существовать по объективным причинам, потому что с 1 сентября этого года в образовательном учреждении для начальных классов образовано горячее питание. Не везде, не у каждого образовательного учреждения оказалась такая возможность, но они это делают. Как они это делают, как они будут это все осуществлять, и мы им в этом будем помогать. Также в ходе тематической проверки председатели районных советов по охране труда ознакомились с основными требованиями Санпина и других ведомств и служб. 1 сентября уже во всех школах республики, тоже как и во всей России, горячее питание уже во всех столовых. Поэтому сегодня мы проходили вот эти вот курсы, как говорится. Мы уже должны понять во всех школах района, чтобы не допускали вот эти вот нарушения. Имеется в виду
во всех пищеблоках, какие там должны быть электрооборудование, вытяжные шкафы. Кроме электрооборудования еще сидячие по места. Вот на все это полностью обращали внимание. И руководитель, который за нами проводил, остро остановился на этом и дали нам такие наставления, чтобы мы во всех школах в районе, чтобы поработали над этой проблемой. Мероприятие республиканской организации профсоюза проводится с целью обеспечения безопасных условий труда и предупреждения травматизма среди обучающихся и работников столовых кухонь. Сегодня нам провести эту работу столовую предоставила гимназия номер 12 города Грозного, за что отдельное спасибо руководителю этого учреждения. В принципе, мы осмотрели полностью столовую, ознакомились с предметами, на которых производят готовку различных продуктов, питания для детей. В принципе, посмотрели все. Все были приятно удивлены тем, что вот именно была возможность на практике посмотреть, какие нарушения встречаются, то есть что такое вытяжной шкаф, как он должен работать, какие функции выполняют другие предметы оборудования именно в столовых. В принципе, на сегодняшний день у нас прошел очень хороший, плодотворный семинар, где мы со всеми требованиями Роспотребнадзора, Санпина провели именно сегодня визит в эту гимназию. С начала сентября специалисты аппарата Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования с целью проверки и методической помощи осуществляли посещение кураторов первичных профсоюзных организаций. Главным образом проверялась деятельность куратора, его работа в подшефных организациях. По итогам проверок кураторы приглашались на собеседование. Так состоялась очередная аттестация кураторов первичных профсоюзных организаций. 1,5 недели назад приезжали специалисты Республиканского совета, проводили проверку кураторов подшефных организаций, первичных организаций. Вроде бы мы показали себя достойно, не ударив лицом в грязь. Кураторы ведут на должном уровне, в соответствии с регламентом, с памяткой, также положением в кураторстве всю свою работу. Да, были недочеты, но без каких-либо огрехов и недочетов необходимости в нашей работе нет. В соответствии с этим хочу поблагодарить специалистов, тех специалистов, которые посетили наш район, соответственно, обозначили, оголили эти проблемы и оказали определенную методическую и практическую помощь. Перед аттестационной комиссией профсоюза выступали кураторы первичных профсоюзных организаций Гудермесского, Натеричного, Шелковского и Наурского районов. С кураторами, прошедшим аттестацию, будет заключен трудовой договор на 5 лет. Куратор был школа школа бери баш машкара больше председатель я он родился он родился я беш был талан би Allah издвекали хотина ворсу так ас я он родился я талан беш был иш созан был председатель ше тот суд на вериге и ту так ас сайн ху штек сайн ху профсоюзу ху был я сайн делал خارش رئيس بيش بيل جيجر الله درجة سيرسي يسي زيد اللي سيرس دي قاضي وسي بيل تعتلن بيش يشت سين هو كان عيار يشت حدوش قينته دا خرج او يش مهخل غول كرينس من هر كورياترس بو هر بو خدا بروسيوس دا خصوص هو تانا قبل جمع ديش تلم شبر بيش اتستاتي اولسون دا قبل شتولوش تون تخر شتولوش خيترش دير اس وين هو اشتوج حيسبسي وين هو اشتوج بارمسي اشت جيفش دل على اشت شق دل اردل دو تصدرش تا تبوخ مقابنا تبوخ قوبل بنا متر بروسس كيغلو تا هيز استع اشت قيد بوخ باش يبوخ قياب باش تا تخش دوش هو استقناع واش نوديش يبروسيوز هذا دا بروسيوز هذا بوخ خي وربو خزبي بو طوبي بو اشت على شو نيت خدنا أردو العطاشر.
Я являюсь родителем ребенка-инвалида. По месту работы мне предоставляется налоговый вычет в размере 12 тысяч рублей. Слышала, что если ребенок-инвалид является первым или вторым ребенком у родителя, то еще есть право на вычет в размере 1400 рублей. Таким образом, в моем случае налоговый вычет должен составлять 13 400 рублей. Так ли это? Да, это так. Положениями статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление гражданам стандартного налогового вычета на первого и второго ребенка в размере по 1400 рублей на каждого, а на ребенка-инвалида 12 тысяч рублей. Налоговый вычет должен складываться из обеих упомянутых в данной норме сумм и таким образом составлять 13 400 рублей за каждый месяц. К такому выводу пришел Президиум Верховного Суда Российской Федерации 21 октября 2015 года, утвердив его в обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применениями главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, мотивируя это тем, что по содержанию подпункта 4 статьи 218 сумма налогового вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету для родителя стал ребенок и является ли он инвалидом. Эти критерии не указаны в законе как альтернативные, в связи с чем размер вычета допустимо определять путем их сложения приведенных сумм. Следовательно, общая величина налогового вычета на ребенка-инвалида, родившегося первым, должна составлять 13 400 рублей в месяц. Если вам отказали в предоставлении этого налогового вычета, вам необходимо будет обратиться в суд. С 1 сентября 2020 года введены ежемесячные доплаты классным руководителям в размере 5000 рублей. Должен ли с этих денег удерживаться налог? Да, должен, потому что данная доплата входит в совокупный доход работника и подлежит налогообложению. Также на эти 5000 рублей работодателям осуществляются соответствующие отчисления страховых взносов в государственные небюджетные фонды, такие как Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. При расчете отпускных и пособия по временной нетрудоспособности работника, другими словами больничного, будут учитываться эти 5000 рублей. На меня возложены функции классного руководителя в 2 классах. Положена ли мне доплата в размере 10 тысяч рублей, то есть по 5000 рублей за каждое классное руководство? К сожалению, нет, не положено, потому что порядком выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, утвержденного постановлением правительства Чеченской Республики от 17 августа 2020 года за номером 181, определено, что педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя одновременно в 2 и более классах, получает вознаграждение только за одно классное руководство. Стартовал второй этап 8-го съезда Общероссийского профсоюза образования. Заседание съезда было решено провести в дистанционном режиме в целях недопущения увеличения риска заболевания новой коронавирусной инфекцией. К началу мероприятия из 259 делегатов съезда профсоюза для участия в заседании зарегистрировались 246 человек. Это необходимое количество для принятия решений по вопросам повестки дня. Сегодня состоялась вторая часть 8-го съезда Общероссийского профсоюза образования, где был принят новый устав с дополнениями. Значит, это будет единый устав нашей организации общероссийской. Теперь на основании устава каждая территориальная организация будет принимать свое положение. Мы тоже проект положения разработаем, уже разработали и вынесем на пленум и примем, утвердим свое положение, значит, от нашей республиканской организации. Также в уставе были изменения у нас, значит, о членстве, значит, вступления в организацию, о выходе из нее, о сроке действия выборного органа на 5 лет. Кстати, наша республиканская организация в первом, значит, части съезда 17 марта в редакционную комиссию отправила предложение о продлении срока до 5 лет. Значит. Сегодня этот проект, значит, положения был утвержден на съезде. В том числе потом съезд обсуждал и принял, значит, за основу в размере отчислений порядок, значит, профсоюзных взносов, и была выдвинута концепция развития образования на последующую перспективу. Это профессиональный стандарт для освобожденных профсоюзных работников, образовательная программа для профсоюзных освобожденных работников, и не только освобожденных,
и для руководителей, которые взаимодействуют с первичными профсоюзными организациями. От нашей организации участвуют 4 делегата. Съезд достаточно на хорошем уровне прошел, несмотря, что это был онлайн-режим. Связь была достаточно хорошая, коммуникабельная. Вот в таком режиме съезд прошел. Первый этап 8-го съезда профсоюза состоялся в городе Москве в очно-заочном режиме 20 марта 2020 года. Главным событием очного этапа съезда должно стать утверждение новой редакции Устава Общероссийского профсоюза образования. 8-й съезд Общероссийского профсоюза образования прошел на высшем уровне. Я, в свою очередь, был делегатом от нашей организации профсоюза. В свою очередь, я представлял молодежное педагогическое движение нашей республики. Заранее мы были ознакомлены, то есть мы, делегаты, были ознакомлены проектом устава, за который в дальнейшем ставился вопрос голосования. Ознакомившись, посоветовавшись со своими коллегами, с членами Республиканского совета молодых педагогов, мы решили, что проект устава подходит, и мы единогласно голосуем за его утверждение. Общероссийским профсоюзом образования с 27 марта по 27 сентября проводилась всероссийская акция «Марш солидарности», включающая в себя несколько мероприятий, одним из которых является акция «Всесоюзная открытка», которой уделялось особое внимание. Специалистами Рессовета были оформлены и разосланы во все представительства почтовые открытки «30 лет вместе». Затем их распространили среди учеников, которые заполняли открытку с посланиями своим любимым учителям. Сегодня в первичной профсоюзной организации ООЖ «Села Радужная» прошла акция «Всероссийская открытка», которая посвящена 30-летию Всероссийского профсоюза образования. Мы гордимся своим профсоюзом образования, он является самым многочисленным профсоюзом и профсоюзом, который воистину решает наболевшие вопросы членов профсоюза. Мы всегда чувствуем заботу и защиту со стороны нашего профсоюза. Акция прошла во всех средних образовательных учреждениях республики. Профсоюзная организация также побывала и в школе села Радужное, где после заполнения открыток ученики и представители профсоюзной организации поздравили учителей с профессиональным праздником. Дорогие учителя, я поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как этот торт. Спасибо. В акции приняли участие более 300 общеобразовательных учреждений, где задействованы были все кураторы и председатели первичных профсоюзных организаций и подготовлено более 20 тысяч открыток. Очный региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2020» наконец-то стартовал и двигается дальше. Конкурс состоит из нескольких этапов: учебные занятия, открытый урок, представление проекта «Моя педагогическая инициатива». В начале старта участников было 64, независимо от того, что все конкурсанты талантливы, с каждым этапом остаются только сильные и целеустремленные. Так, на втором этапе конкурса их 36. Конкурсные испытания второго очного тура начались 19 октября с конкурсного задания «Методический семинар», где учителя делились своим опытом работы, представляли своим же коллегам накопленный опыт в той или иной предметной области, методический опыт, профессиональные компетенции и знания психологии. То есть вкупе все вопросы, потому что конкурсное испытание предполагает, что каждый учитель должен провести анализ своей педагогической деятельности. И если ему удастся убедить своих же коллег, что вот этот опыт, он самый эффективный, будет возможность его дальнейшего распространения. Сегодня уже идет конкурсное испытание, учебное занятие, урок. Конкурсанты волнуются, конечно, и это вполне понятно, но при этом они и концентрируются, они собираются, они хотят показать все свои лучшие качества современного учителя. Но я надеюсь, что у них все это получится.
Главные задачи конкурса – это выявление и поддержка талантливых педагогов, повышение престижа профессии педагога, развитие творческой педагогической инициативы работников образования и популяризация передового опыта лучших учителей России. У нас от профсоюза всего 4 человека. Мы здесь присутствуем в рамках отраслевого соглашения между Министерством образования и профсоюзом. Мы являемся экспертной группой, также входим в состав жюри. Мы оценивали конкурс «Интернет-ресурс». То есть сегодня уже идет открытый урок. До сегодняшнего дня мы оценивали конкурс «Интернет-ресурс». То есть там было 5 показателей. Каждый показатель включал в себя 7 пунктов. Мы оценивали уже конкурсантов от 0 до 1 балла. Мы понимаем этот конкурс, насколько он важен для нашей республики. То есть и учителя очень сильно волнуются. Хотелось бы всем пожелать, чтобы они не волновались, были уверены в себе. Пожелать всем удачи и, конечно же, чтобы победил лучший, хотя все они являются лучшими у нас. Такого рода конкурсные испытания оставляют в памяти участников только яркие воспоминания, придают новый импульс в работе. Всех конкурсантов объединяет трудолюбие и мудрость, требовательность и азарт, но только профессиональный. Ну а мы, в свою очередь, пожелаем всем участникам удачи.